Этот зерноуборочный комбайн был выпущен в 1962 году. Когда-то на нем работали башкирские аграрии, а теперь раритет можно увидеть на выставке, которую открыли на территории Башкирского государственного аграрного университета. Всего здесь представлено 10 образцов различной техники. Времени, конечно, потребовалось очень много, потому что некоторые экспонаты, они были в полуразобранном состоянии. Укомплектовать сейчас уже проблематично. Вот автомобиль ГАЗ-51 мы где-то полгода реставрировали, восстанавливали. Комбайн, вот СК-6, который сзади стоит рядом, ближе к теплопункту, его что-то около года восстанавливали, пока нашли вот эти комплектующие. Возле каждого экспоната установлена табличка, где дается характеристика машины, в какие годы выпускалась и что позволяло сделать. Музей останется здесь навсегда, поэтому познакомиться с историей смогут все жители города и, конечно, новые студенты аграрного университета. Мы, например, в данной сфере готовим инженерную сферу, инженерно-техническую сферу. Они должны знать историю нашей страны, как она развивалась. И эта линейка всей техники, которая там представлена, показывает, на какой технике работали наши отцы, деды, с какими результатами мы имеем сегодня у нас наше аграрное производство. И я уверен в том, что тот человек, который знает с лучшей стороны нашу историю, у него есть прекрасное будущее. Для успешной подготовки специалистов теперь в аграрном университете помимо музея есть еще одно новшество. В учебной базе появился современный тренажер-симулятор зерноуборочного комбайна. Стоимость оборудования порядка 2 миллионов рублей. Устройство полностью имитирует работы современной сельхозтехники в различных условиях. В кабине тренажера-симулятора приближенность практически полная, то есть не хватает только пыли от комбайна. Первыми провести тест-драйв кабины тренажера смогли школьники. Многие из них планируют поступать в аграрный университет. У меня дед здесь учился. Мне кажется, это одно из самых важных направлений, поскольку урожай, все продовольствие, это все же нужно. В новой лаборатории будут заниматься студенты факультета агротехнологии и лесного хозяйства и механического факультета. По словам руководителя вуза, это только начало. Подобными тренажерами будут оборудованы и другие аудитории. Анастасия Худик, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.